Домов до сих пор остаются подтопленными паводками. Затихшее Оренбуржье понемногу 700 домов сообщают, а на утро выше 10,5 Самая сложная метров. обстановка в Казанском и Ишимском районах. Везде, где побывала вода. Регионы, где установилась сухая погода. С начала года природные пожары возникали уже в 69 регионах. Десятки очагов тушили. Реально офигеть можно от такой весны по России. А как же у нас весна развивается в апреле? Сегодня 15 апреля. Лариса Батьковна говорит, кончай зимнюю спячку, скоро весенняя охота. До него, если 29-го обещают, что пойдет еще дофига, 14 дней. Да, чуть-чуть осталось. Да, Надо Говорит- мышцы приготовить это да. к сезону. Ну, я подумал, ну, в принципе, почему бы и нет. Так что первый поход по разминке Мышцы. мышц. Да и вдвоем веселее. А, это у тебя был хитрый план, чтобы тебя сопровождать. Конечно. Ну, ладно. Не, я бы, конечно, могла и одна, но вдвоем все равно веселее. Ладно. У нас метеостанция за 4 километра от нас. По ее данным, за последние сутки река поднялась на 0 сантиметров, снега 36 сантиметров. Нормальная апрельская весна. А потом как разом подымется. Это ты пугаешь, что у нас половодье будет? А ты как сам думаешь? Общий прогноз у нас половодье будет маленькое. До 90 сантиметров меньше средних. Это маленькая вода. Таскать по болоту больше придется. Вам не впервой. Да. Я Сергею говорю с утра, давай вместе со мной. Сказала, подкольнула. Скажи, говори прямо. Мышцы ослабли, блин. Раньше я одной рукой поднимал, сейчас только две руки надо. Ослаб, пошли тренировать мышцы. Ну, пошли, так пошли. Да, пошли. Погода шикарная. Плюс 12 на Плюс градус. 12. 15 апреля 24 года. На улице плюс 12. Супер весна. Или нет? Тепло. Да. Только солнце греет. Я сегодня вообще ни одной конфеты не съела. Я вам вчера говорила, что вчера одну конфету, сегодня ни одну, потому что у меня... Ты это кому? Ты секреты выдаешь, что я спрятал? Я умоляла неделю Сергея. Я говорю, Серег, ну спрячь ты эти конфеты, спрячь. Ну, я смотрю, конфеты не успеют появиться, исчезают. Появляются, исчезают. Сейчас он так спрятал, что если они даже очень чудо срочно понадобятся, я их фиг найду. Да, я спрятал конфеты, но ты уверена, что я сам найду потом? Я спрятал, сейчас уже не особо и не помню, где они. Сережа, тебе скоро в лес ехать. Как ты без конфет-то? Опять надо будет покупать, а потом ты уедешь, я начинаю генеральную уборку и нахожу эти конфеты. Вот это меня больше всего и пугает. Сегодня, я бы сказал, солнце жарить, будь здоров. Недаром за пару дней снег на дороге весь растаял. Мы приближаемся к перекрестку. А что перекресток? Поехали до реки. Дойдем до реки. Не, Сереж, ты что, я еще не готова. В каком смысле? Ну не надо, я второй день только вышла тут ходить, и ты хочешь, чтобы я 4 километра туда, 4 обратно? Это Не. ленивые российские мужчины в магазины не ходят, никуда Да. не ходят, они ослабленные должны быть. А женщины туда-сюда, они Это же точно. трудяги, поэтому отдыхающий, я думаю, ты дойдешь. Я каждый день в магазин хожу, но это совсем другое, Сережа. Да ладно. Другое, поэтому надо сперва несколько дней до перекрестка, а потом как-нибудь собраться и Несколько дней? до моста. Да. Нифига, так и река уйдет, поэтому в следующий раз 100% идем до реки. Я подумаю. А мы подумали и решили, пойдем. Мы подумали, и ты решил. Нет, мы вместе. Ладно, мы об этом потом поговорим. А пошли сразу. Нет! Это надо заранее настроиться на такой длинный поход. Я знаю 3 приема, как женщин быстро-быстро настроить можно. Как? Не скажу на телефон. Я не знаю что, но это все равно не сработает. Вот ты не знаешь всех приемов. Я тоже загадка. Смотрите, какое грустное лицо у Сергея. Это потому, что я не согласилась пойти до речки. Ну куда деваться?
идет прямо бубнит и уговаривает меня. Насчет бубнить я не больше 20 минут тебя уговаривал. Ты что так бубнит? Ну ладно, потащили тебя назад. А то ужин еще не сделаешь. Вот. Понимаешь? Поэтому вперед. Мужчина пришел, снял ботинки и сел на диван. А женщина пришла, сняла ботинки и на кухню. Как? А про телевизор что забыла? Знаешь, сколько сил уходит включать его? Да, особенно пульт найти. О, это вообще полчаса у меня уйдет. Ты ужин быстрее приготовишь. Так что пойдем до дому, до хаты. Слушай, я тебе большую военную мужскую тайну раскрою. Ты другим женщинам об этом не говори. Знай только ты. Короче, если у меня была цель дойти до этого самого, ты бы согласилась, я б тебя взял на плечи, посадил, донес бы. Да, я согласен, возможно, там на мосту я бы загнулся, но я бы такси вызвал, но я бы выполнил эту цель. Ты хочешь сказать, что я должна сейчас об этом пожалеть, что я не Нет, пошла? поздняк. Решение принято, идем на ужин, поэтому идем домой. Пешком. Что чего? Ну, в смысле, отдыхаете. И меня не несут на руках. Нету, сейчас уж сами, мадам. Это на будущее. Сережа, во мне почти, Что? там, почти 80 Когда стоит цель, пофиг все. килограммов. Да хоть тон. Я бы сбегал за тачкой. Но выполнил бы эту задачу. Хорошо, учту на будущее. Да. Так быстро не буду от твоих предложений отказываться. Да. Виднеется наш дом. Я так рада. Ноги устали. Я думаю, я военную тайну выдал мужскую. Это хорошо или плохо? Надо подготовиться. 16 апреля. +2, капает дождик. Весна, другими словами. Начинаем готовиться. Коньяк с пивом по интернету у нас пока не доказывает. Но сапоги можно. Здравствуйте всем. Я думал, вы бастуете. Ну как, весной у вас не прибавилось посетителей? Да вы что? Еще весной не считает у нас народ? Вау, нифига себе. Еще и разные. Ну, спасибо. Учила меня мама в детстве, пока не увидишь, не пощупаешь, не покупай. А тут, блин, так хвалили эти бродни, вездеход. Ну, +1 большой, 90 сантиметров, то бишь длинные. Один минус. Что сверху, что снизу. Мягкие-мягкие. Ну, они больше не на бродни, а на женские колготки похожи. Ну, не замыйтесь я одевать, раздевать. Ай, ну, весна покажет. Пожалуй, зря критикнул. Вот здесь уширено, и поэтому очень легко ноги залезли. Пойдет. 18 апреля. Температура -9 градусов. Полет нормальный для нашей весны. 20 апреля. Морозы промелькнули, начался достаточно приличный дождик. Ну, на огороде девать никуда это надо. Так, пожалуй, надо помочь. От снега освободиться. Ух ты, блин. Дофига еще тут снежка-то. Да лично я грамм не завидую в Сочи, где там за 30. Лучше как у нас, +2. Крутая техника. Реально. Пофиг лужи. Как весна на народ действует. Так шевелиться и охота. Так, сейчас загоним. Так, ну надеюсь, я без приключений заеду. Ты еще на этот бугор не залезешь. Сейчас посмотрим.
Прогнозный ледоход был 29 апреля у нас, наша река. Сегодня 21. И от берега до берега все цело. Вон чуть за береги немножко. То бишь за береги есть, край реки, край берега проталины, открытая вода. Но сам лед стоит, А в прошлом году стоял. так и- и растаял, да, на месте растаял. А, Достаточно часто у нас это бывает, что на месте растаивает, и поэтому больших льдин, ледохода весеннего не бывает. По крайней мере, типа воды вон на льду есть. Ну, лед еще в приличном состоянии. Половина России плывет, половина уже пожары начались, там плюс 30 градусов. А у нас нормальная ситуация. Ледохода пока нету. Рыбакам пофиг, держит там лед, не держит. Переправляется и рыбачат. Лед-то держит, и держит пока, по-моему, первый сорт. Ну что, Валерий Батькович, первый ход так увидели, да? красиво на солнце Блестят. белые летят. Ты закричал утки-утки, я пока включал, она долго редиска включается. Я тоже видела. Да. Я тоже пока включила, они уже улетели. Ну, весна, значит, приближается. Да вы где ледоходы по всем протяжению, а обычно через сутки у нас ледоходы, а у нас река стоит. Ты сказал насмерть. Просто так красиво. Зеленое, коричневое, там серое, синее небо и белые утки летят, ёпта. Да, они белыми так показали. На солнце прямо это светят и летят три утки. И вы там вдвоем стоите тоже, торчите Другими словами, около нас пролетели. над вами. Солнце прилично жарит, можно сказать, тепло-тепло. Но в сумерки заходишь в леса и прохладный ветер тебя обдувает, будь здоров. Становится не жарко. Да, на реке проталины, а в лесу, ух, ни хрена себе. Снега по колено. Да, на фоне жары в Краснодаре, Сочи и в Донбассе у нас впечатляющая весна со снегом. Я сегодня гидробюллетень смотрел, там наш метеопост 0 сантиметров поднялась наша река. Не знаю, как там на нашем водопосту считают, что за сегодняшний день вода не поднялась, но в реальности вода, я смотрю, минимум на 1,5 метра поднялась. Лед, который осенью поздно застыл, он принес к берегу и так и остался, и вода поднялась. Однако, шевелится весна вообще-то. Нормальная весна, нормальная. Правда, юг сильно давит. Этих разведчиков, уток, гусей и журавлей навалом уже. И все крякают, когда у вас весна, наступит. Везде уже весна. А мы ждем.